Александр Пушкин и его тайны. 180 лет со дня приезда великого поэта в Казань. К этой дате уже активно готовится в выставочном зале «Манеж». Завтра открывается уникальная выставка, посвященная жизни и творчеству поэта и писателя. 244 экспоната, портреты, фотографии, костюмы и даже личные вещи. Эта выставка была привезена из Санкт-Петербурга. Какую роль в жизни и творчестве поэта сыграла Казань, в сюжете Диляры Юсуповой. На стенах его портреты, на полках личные вещи. Соломенный цилиндр, жилет и туфелька 36-го размера, принадлежавшие самой главной женщине в его жизни. Он ей писал, она отвечала. Следуя письмам, датам, эта выставка шаг за шагом открывает новые грани творчества гения. Прежде всего, это прижизненные портреты Пушкина. Это мемориальные реликвии, то есть это вещи, которых касалась рука поэта. Это вещи его жены Натальи Николаевны. Это уникальное произведение декоративно-прикладного искусства. Это уникальная живопись, графика. «Мой ангел, здравствуй, я в Казани». Строчки из писем к Наталье Гончаровой и одновременно название выставки. Всего 2 дня, проведенные в Казани, стали культовыми в творческом подъеме поэта. Так родилась «Пиковая дама», «Капитанская дочка», ряд стихотворений и сказок. 180 лет назад Александр Сергеевич приехал в Казань не случайно. Он собирал материал для своего нового произведения «Капитанская дочка». Оттого эта картина висит здесь не случайно. Этот портрет Емельяна Пугачева поверх лица Екатерины II как некий протест против власти, как символ нового императора. Тоже пишет стихи, но стесняется их прочесть. Ведь с него спрашивают вдвойне и всегда сравнивают. Александр Гривениц – потомок великого поэта. От знаменитого предка он унаследовал не только имя, но и схожую внешность. Предка, я думаю, что в своих ощущениях я похож на своего предка. Казань на меня тоже производит хорошее впечатление. Я думаю, в этой жизни все циклично. Проходит свои круги, возвращается к своему началу. Поэтому важно, что именно для вас значит тот или иной город. Хочется ли в него возвращаться? Те знаменитые 3 карты. 3, 7, туз. Герои знаменитых сказок и сцены произведений, известных каждому со школьной скамьи. Здесь они оживают благодаря гению православных живописцев начала 20 века. Что примечательно, эти экспонаты никогда не покидали стен музея в Санкт-Петербурге. Географические карты, изображения почтовых станций и виды городов, через которые проезжал поэт, предметы дорожного и домашнего быта. Это путешествие поэта как путешествие в прошлое, в эпоху, в историю, в биографию, легенды. Картинки из серии Гейслера. Это оригинал. Такой разный и такой понятный русскому человеку. Увидеть и создать образ своего Пушкина сможет каждый желающий. Выставка откроется завтра в 16 часов. Диляра Юсуповой, Айрат Мухамедзянов, столица.